Вообще к риэлтору относятся как к впаривателю. И что-то начал играть в ник, влился, так смотрю, время уже вечер, 11 вечера. Трубы стоят, по трубе раз долбануть, звон так отчетливо до первого этажа доходит. Как в такой квартире жить? И если вы научитесь читать между строк, что реально ему нужно, а не то, что он говорит, то у вас поднимется результат, во-первых, во-вторых, вы начнете людям реально помогать. Ты же покупаешь квартиру не для того, чтобы работать в ней, а жить. Ты же должен приходить туда, ты должен спать спокойно, да, ночью, чтобы тебя не мешали ни сверху, ни сбоку, ни снизу. А в этих домах ты слышишь всех отчетливо и сверху, и сбоку, и снизу. Просто это же, ну, когда ты выбираешь квартиру, ты же должен примерно знать, да, для чего ты ее берешь. Ты же не на полгода ее берешь. У меня был покупатель, который сказал, я хочу в кирпиче, чистый кирпич, вот чистый кирпич. А кроме кирпича, ну, совдоповское, с пониманием у человека, кроме кирпича ничего не воспринимаю. Я переплачу миллион, но я куплю в кирпиче. Я говорю, хорошо, хочу в центре. Я думаю, в голову, новостройку давай. Я в голову ничего, Новин, поехали Новин посмотрим. А что там кирпич? Нет. Я говорю, ты что, меня не слышишь? Я же говорю, кирпич. Хорошо, поехали кирпич смотреть. Показал пару на Кузнецова дом квартир в кирпиче. Я говорю, что нравится? Душа не легла. Я говорю, пойдем, ляжет душа сейчас. Он говорит, ну, в смысле? Я говорю, ну, если нет, то как бы, ну, выскажешь мне, что хочешь. Просто поехали посмотрим. Приезжаем, ну, просто, блин, что, вроде симпатичный дом. Заезжаем туда, технология, я ему рассказываю, какая там технология, что кирпич даже рядом не стоял просто, да. Ты же, я так понимаю, по теплу думаешь, да, чтобы стены не промерзали. Тут по технологии северного строительства, на севере так строят, где-то минус 50 и ниже. У нас тут 25 там минус, неделя в году, когда 40. Ну и то я не помню, когда последний раз 40 в Тюмени было. 30-35 это самые низкие температуры, а тут рассчитано там до 60, до 70 минусов. Технологию рассказал, поехали посмотрели весь комфорт этого комплекса, посмотрели, у него челюсть упала, продай мою квартиру в кирпиче, у него, оказывается, трехкомнатная в кирпичном доме, например, продай, говорит, он там один плюс купил, и я продавал его квартиру, чтобы купить еще в Новине еще несколько. Как бы это из разряда того, что не нужно слушать человека, нужно показывать. Вот ты показываешь, и пусть он сам решает. Если он увидит своими глазами и не захочет, вопросов нет. Ну бывает такое, что увидел, нет, я же увидел, да. Ну поехали, все, вопросов нет, поехали вторичку кирпич брать. Это из этого. Но большинство, когда видят вот этот комфорт, тот уровень, в котором они могут жить, тут видеонаблюдение, подземный паркинг, просто заходишь и ты понимаешь, ты не в России где-то там, а где-то в Европе находишься, да? Вот просто вот это, ну, я просто так думал и передавал это своим клиентам. Они видели реально то, что я говорю, так и есть, и они покупали не кирпич. Вопрос кирпича вообще сразу отпадал. Один из плюсов тоже. Мы же не можем в голову залезть и каждому, но у всех свои ценности. У всех свои приоритеты какие ставят. Многие хотят выглядеть больше, чем они есть. Или просто хотя бы выглядеть ровно настолько, сколько они есть. И этим они могут подчеркнуть свой статус, к примеру. Просто нужно научиться показывать плюсы.